ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Жители поселка Ярига обеспокоены грядущей оптимизацией местной поликлиники. Накануне 12 марта поползли слухи, что поселковое медицинское учреждение переводят в амбулаторный пункт. При этом население поселка ежегодно растет. Теперь там проживают почти 9 тысяч человек. В поликлинике работает около 70 специалистов. Как отмечают активисты, при общей нехватке медицинских кадров у них укомплектованность врачами 100%. Мы, конечно, беспокоены, что люди потеряют рабочие места. Тем, что за 22 километра нам придется пенсионерам, работающему населению, да, мамочкам с детьми ездить, сдавать какие-то анализы, которые сейчас, например, по полученной информации, уже не все анализы у нас принимают. Также до жителей дошла информация, что узкопрофильные специалисты после реорганизации будут к ним только приезжать, хотя и теперь на Яриге с ними все хорошо. Мы, конечно, хотим, чтобы наши специалисты находились у нас на Яриге. Ведь мы укомплектованы практически на 100%. И лор, и хирург, и свой и гинеколог, и акушерка с ним, да? И кабинеты функциональной диагностики, и кабинет УЗИ, и кабинет ЭКГ, своя лаборатория. То есть у нас хорошая поликлиника, у нас хорошие терапевты, у нас есть педиатры. Мы все делаем на месте. Помимо этого, активные жители поселка сетуют, что никто до них так и не донес проверенную официальную информацию. Корреспонденты ГСП получили ответ по этому вопросу от Светланы Шинкаренко, начальника Ухтинского межтерриториального отдела здравоохранения. Она отметила, что поводов для беспокойства у яригжан нет. Вся медпомощь, которую они получали и получают на сегодняшний день в городской поликлинике номер 2 поселка Ярига, территориально будет осуществляться там же. Будет входить в структуру городской поликлиники Ухты. Оказание медицинской помощи детскому населению на Яриге, как оказывалось, так и оказывается, но они будут входить в структуру детской больницы города Ухты. При этом у населения расширится возможность использования тех диагностических методов, которые есть в поликлинике, есть в детской больнице, но нет на Яриге, и прямое использование в виде консультации и помощи тех специалистов, которые есть в городской поликлинике и в детской больнице. Помимо этого, Светлана Шинкаренко отметила, что необходимость реорганизации поликлиники в поселке была обоснована обращением местных жителей в Ухтинский отдел здравоохранения. Само население стало обращаться в том числе и ко мне. В феврале месяце мы сами еще одно заявление официально письменное получили от жителей поселка Ярига в том, что для них недоступна та медицинская помощь, которая оказывается в городской поликлинике. Также прозвучало, что реализация проекта по реорганизации Яригской поликлиники – дело довольно длительное. Его должны согласовать ряд инстанций, после подготовить законодательные акты, которые позволят войти поликлинике Яриги в состав ухтинских медучреждений. По словам Светланы Шинкаренко, работа займет не день и не неделю, а возможно будет длиться месяц-другой.